Дорогие братья и сестры во Христе, мое сердце наполняется радостью от того, что вы здесь. Я выражаю это мнение по важной причине. Я признаю, что прямо сейчас вы можете заняться бесчисленным множеством других занятий. Вы можете путешествовать по интернету, наслаждаться развлечениями или беседовать с другом о вещах, которые, хотя интересны, но не соответствуют глубине Божьего слова и Его планы на тебя. Сегодня я поделюсь мыслями о нашем могущественном Боге. Некоторые из вас, возможно, случайно наткнулись на это сообщение или, возможно, кто-то поделился им с вами. Это Божий путь, даже если вы не ищете активно Его послание. Бывают моменты, когда Бог полон решимости сообщить вам что-то, демонстрируя свою огромную любовь и заботу о вас. Это доходит до того, что Он делает свое присутствие ощутимым в вашей повседневной жизни, гарантируя, что вы получите Его послание. Те, кто часто сталкивается с определенными знаками или посланиями, должны знать, что это Божий способ являть знамения в нашем земном мире. Будьте уверены, если вы пропустите первый знак, Бог настойчиво пошлет другой. И если вы пропустите сообщение, Бог гарантирует, что другой посланник, другой духовный наставник передаст то же самое сообщение, хотя и с другим подходом. Эти непрерывные усилия Бога олицетворяют Его благодать, определенное время, которое Он дает нам, чтобы выровнять нашу жизнь, принять Его призвание, принять важные решения и прогрессировать на нашем духовном пути. Когда Бог помещает подобное послание на вашем пути, это Его способ не только проявить благодать, но и передать важное послание. И если вы в это верите, выразите это в комментариях, написав «Я верю в Божьи знамения». Это может быть откровением, которое освободит вас от цепей, сковывающих вас, или руководством для ваших следующих шагов в жизни. Для некоторых это послание может стать ответом на давнюю молитву, а для других – ключом к вновь обретенной свободе. По мере того, как вы глубже погружаетесь в сегодняшний дискурс и по-настоящему принимаете его суть, позволяя этой молитве резонировать внутри вас и согласовываться с общими истинами, многие обнаружат, что их ждет преобразующий опыт. Я призываю вас поделиться этим опытом, будь то в комментариях или по электронной почте, поскольку это воодушевляет нас. Многие обнаружат, что это послание вызывает глубокое осознание, ведущее к немедленным позитивным изменениям в жизни. Когда слова резонируют, вы почувствуете внутренний призыв, направляющий вас к необходимым действиям, придающий мудрость, понимание и ясность. Помните, это не моя вина. Я всего лишь канал. Это Дух Божий, который течет, соединяясь с вашим духом, передавая истины таким образом, который находит отклик в вашем сердце и разуме. Божий Дух динамичен, преобразует и вездесущ. Я убежден, что многие, впитав это послание, вдохновятся на конкретные действия, руководствуясь божественными откровениями. Пожалуйста, поделитесь этими подтверждающими моментами в комментариях или по электронной почте. Просто слушать недостаточно, должно последовать действие. Если вы прислушаетесь к Слову Божьему и будете действовать согласно Ему, в вашей жизни проявятся глубокие изменения. Если согласны, напишите в комментариях «Слово Божие имеет силу». Возлюбленные, Слово Божие, произнесенное человеком,
благословленным им, не просто услышано, но и глубоко понято. К сожалению, многим в мире не хватает этой божественной связи. Они могут красноречиво говорить, даже цитировать священные писания, но истинная суть у них отсутствует, потому что они не помазаны Духом Божьим. Таким посланиям, лишенным истинного Духа Божьего, не хватает преобразующей силы, которой они должны обладать. Божьи послания должны приходить через чистые каналы. Это само по себе глубокая тема. Многие обнаружат, что, если они прислушаются к этому посланию и проявят верность и послушание, их жизнь изменится. Крайне важно помнить, что все мы – дети Божьи. Наблюдение за благословением или процветанием другого ребенка Божьего должно вдохновлять, а не разжигать зависть. Вместо того, чтобы судить или делать предположения о других, очень важно уважать и уважать их. Бог со своей всеведущей природой понимает сердце и намерения каждого. Ни один аспект нашей жизни не скрыт от Его взора. В потаенные уголки вашего сердца Бог ныряет глубоко, раскрывая каждую тайну. Ничто не ускользает от Его взгляда. Люди вокруг вас, независимо от того, являются ли они последователями Бога или нет, не смогут открыть ваши скрытые истины. Божье видение всеобъемлющее. Он видит за фасадом, погружаясь глубоко в глубины вашей души. Возможно, вам удастся обмануть себя, возможно, из-за недостатка самоанализа, но восприятие Бога непогрешимо. Действительно, Всевышний непогрешим во всех отношениях и во всех смыслах. Если вы тоже в это верите, подтвердите это в комментариях. Бог непогрешим. Он воспринимает то, что скрыто, даже от вашего собственного сознания. Когда вы наблюдаете, как кто-то преуспевает и кажется благословленным Божьей благодатью, помните, что Бог уже исследовал намерения сердца этого человека. Не наша роль судить. Чтобы достичь такого состояния благословения, нужно прийти к глубокому осознанию. Материальные аспекты жизни не должны влиять на чей-то дух. Дело не только во внешних действиях, но и в истинном расположении сердца. Многие будут приближаться к Богу, сообщая о своих действиях, ожидая признания. Однако Бог ищет подлинной связи, а не просто действий, совершаемых во имя Его. Существует много заблуждений. Некоторые считают, что принятие бедности, отказ от материальных благ демонстрирует их преданность Богу. Однако обладание богатством не означает отсутствие преданности. Вспомните Соломона, безмерно богатого, но с сердцем, которое искренне служило Богу. Его искреннее служение и смирение побудили Бога благословить его мудростью и богатством. Имеет значение состояние вашего сердца, а не материальные блага или их отсутствие. Священные Писания подтверждают это. Когда вы отстранитесь от мирских привязанностей, Бог щедро вознаградит вас. Он знает, что вы не попадете в ловушку этих благословений, но будете использовать их, чтобы отразить Его славу, привлекая к Нему других. Эти благословения предназначены не только для самопрославления. Они служат свидетельством Божьего великодушия. Выразите свою любовь к Создателю, написав в комментариях: «Я люблю Тебя, Господи». Теперь, дорогие друзья, давайте обратимся к книге Иоанна,
глава 12, стих 25. «Всякий, любящий жизнь свою, потеряет ее, а кто ненавидит жизнь свою в этом мире, сохранит ее для жизни вечной». Этот стих из Священного Писания часто неправильно истолковывается некоторыми. Они считают, что это требует аскетической жизни, отказа от всех мирских удовольствий. Однако речь не идет о жизни в лишениях или отказе от всех земных благ. Суть заключается в расстановке приоритетов и целеустремленности. Этот стих призывает к жизни, посвященной Богу, в которой мирские блага не определяют ценность или цель человека. Главное – быть готовым отказаться от всего, если того пожелает Бог. Речь идет о непоколебимой вере и доверии. Многие неправильно истолковывают Священные Писания, склоняясь к жизни в нужде, но Божье послание ясно. Он хочет, чтобы мы процветали, но процветание не предполагает привязанности к материальным благам. Это значит быть готовым отстраниться от них, если это послужит высшей цели. Слова Иоанна открывают глубокую истину. Истинная преданность означает готовность отказаться от всего, даже своей жизни, ради Бога. Дело не в имуществе, статусе или земных достижениях. Все эти вещи приходящие. Истинная преданность – это сердце, желающее служить, готовое отложить все ради высшего призвания. Примером этого является Дух, воплощенный Иовом. Несмотря на потерю всего, что он имел, его вера в Бога осталась непоколебимой. Это преданность, которую ищет Бог, сердце, которое остается стойким, независимо от жизненных обстоятельств. Если ваша вера в Бога непоколебима, выразите это в комментариях, написав «Моя вера непоколебима». Честно говоря, немногие люди обладают такой духовной глубиной, которую вы демонстрируете. Не все последователи христианства демонстрируют это, но вы другой. Я благодарен за ваше участие в этом духовном путешествии, за настройку на эти учения. Ваша приверженность и преданность делу сообщают Богу о вашем желании углубить свое понимание. Наша платформа не фокусируется на поверхностных дискуссиях, как это делают некоторые министерства. И это нормально, потому что некоторым людям может понадобиться такое руководство. Однако здесь мы копнем глубже. Ваша настойчивость и целеустремленность сигнализируют Богу, что ваше сердце искренне. Стремясь понять, вы выбираете жертву. Охотно ли вы предлагаете что-то Богу или Ему нужно забрать это у вас? Бог никогда не поставит вас в отчаянную ситуацию, если у вас нет плана, как возвысить вас, часто даже больше, чем раньше. Это было очевидно на примере Иова. Божьи испытания направлены на понимание намерений вашего сердца, точно так же, как испытание веры Авраама. Готовы ли вы рискнуть всем ради Бога? Речь идет о глубоких намерениях вашего сердца. Если бы Богу было нужно, пришлось бы Ему что-то отнять у вас. Эту команду я получил от своего отца. Это непоколебимое послушание очевидно и у других библейских персонажей, таких как Даниил. В главе 3 книги Даниила, стихи 17 и 18, мы видим подобную веру. Если наш Бог, которому мы служим, может спасти нас от огненной печи и от твоей власти, а царь, Он это сделает. Но даже если Он и не сделает этого, знай, а царь, что мы не будем служить твоим богам,
и поклоняться золотой образ, который ты поставил. Этот отрывок подчеркивает непоколебимую веру в Бога, независимо от результата. Даже если Бог не вмешивается в наши обстоятельства, наша вера в Него остается непоколебимой. Иисус показал пример этой стойкости и нес крест, говоря: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Эта молчаливая сила показала доверие Иисуса к Божьему плану. Для последователей Христа победа всегда на горизонте. Подчинение воле Божией требует огромного мужества. Немногие могут поддерживать такое положение сердца, но со временем и с верой оно становится частью нас. Если бы Бог сегодня решил забрать у вас все, изменило бы это вашу веру в Него, вашу преданность. Это путешествие непростое, но награда вечной. Прославьте Бога, написав в комментариях «Хвала Богу». В своем путешествии вы, возможно, ищете исцеляющего прикосновения Бога для своего физического благополучия. Некоторые из вас, возможно, захотят сбросить несколько фунтов, а другие, возможно, захотят набрать немного больше веса. Существуют также проблемы со здоровьем, которые, возможно, вначале были управляемыми, но теперь вышли из-под контроля. Вы можете задаться вопросом, может ли Бог изменить эти ситуации? Абсолютно. Однако, если вы оказались в такой ситуации, самоанализ необходим. Возможно, в вашей жизни есть что-то, от чего Бог хочет, чтобы вы отпустили. Это выражение веры и доверия. Поступая так, вы посылаете небесам мощное послание, означающее: «Господь, я верю в Тебя». Делясь своим личным опытом, я годами боролся с финансовыми ограничениями. Но даже во времена дефицита я делал щедрые пожертвования. Дело было не в сумме, а в намерении. Хотя некоторые цеплялись за свои последние гроши, опасаясь потерь, я верил в обилие Божьего провидения. Искаженная перспектива может затуманить суждение. Если вы смотрите на жизнь через искаженную линзу, это может повлиять на ваши отношения. Проницательность имеет решающее значение. Не все люди, которых вы встречаете, посланы Богом. Вполне возможно, что некоторые отношения, даже семейные, являются отвлекающими факторами или испытаниями. Возможно, Бог подает вам сигнал освободиться от определенных связей и отдать их Ему. Итак, размышляя о своем жизненном пути, определите области, которые, по вашему мнению, не гармонируют с учениями Бога. В этих же областях Бог, возможно, приглашает вас принести жертву. Речь идет не о силе, а о добровольной капитуляции, движимой искренним намерением повиноваться Его воле. Это принесет преобразующие изменения в вашу жизнь, и эти изменения будут быстрыми. Готовы ли вы их принять? Если да, то символизируйте это, написав в комментариях «Я готов». Вы будете поражены скоростью и масштабом перемен. Помните, когда эти благословения проявятся, Бог ожидает только того, что вы поделитесь своим свидетельством. Было бы радостно получать ваши переживания по переписке, отмечая и приписывая все успехи славе Божией. Давайте теперь, дорогие братья, вместе помолимся. Я надеюсь, что вы согласуете свой дух с этими словами и не будете увлечены отвлекающими факторами,
которые с этого момента враг будет ставить на вашем пути. Он злится, когда вы приближаетесь к Богу через молитву. Так молитесь и остерегайтесь лукавого, и не позволяйте ему испортить этот момент общения с Творцом и благословения, которые вот-вот будут дарованы. Давай начнем. Прошу тебя повторить со мной всю молитву, будь то устно или про себя, мысленно. Мы приходим к Тебе, Небесный Отец, с открытыми сердцами и жаждущими душами, жаждущими Твоего присутствия среди турбулентности жизни. Мы ищем утешения в Твоей вечной и безусловной любви, зная, что под Твоими крыльями мы находим приют и покой. Господи, мы просим Твоего руководства в нашем путешествии, освещая наш путь Твоей божественной мудростью. Пусть мы увидим благословения, скрытые в невзгодах, и уроки, скрытые в невзгодах, через Ваши глаза. Пусть наша вера укрепится в моменты сомнений, а наша надежда обновится, когда мы столкнемся с трудностями. Отец, позволь нам быть инструментами Твоего мира, распространяя любовь и сострадание ко всем, с кем мы встречаемся. Пусть наши слова отражают Вашу правду, а наши действия отражают Вашу доброту. Давайте будем маяками света в мире, часто омраченном болью и страданиями. Господь, мы молимся о мудрости, чтобы распознать Твою волю в нашей жизни. Давайте будем послушны Вашему призыву, веря, что Ваше руководство всегда направлено на наше общее благо. Будем терпеливы, ожидая с верой и надеждой, зная, что время для Вас идеальное. Отец, мы просим Тебя наполнить нас Твоим Святым Духом, чтобы мы могли жить жизнью, прославляющей Тебя. Пусть мы преобразимся обновлением нашего разума, чтобы мы могли понять Твою добрую, совершенную и угодную волю. Пусть мы будем живыми примерами Твоей благодати, показывая миру, что с Богом все возможно. Господь, мы благодарим Тебя за Твою верность и Твое милосердие, которое обновляется каждое утро. Мы благодарны за Слово Твое, которое есть светильник ногам нашим и свет стезе нашей. Мы благодарим Вас за Ваше постоянное присутствие в нашей жизни, дающее нам силы и смелость встречать каждый новый день. Отец, мы просим Тебя продолжать благословлять нас, чтобы мы могли быть благословением для других. Пусть мы будем каналами Вашей благодати, приносящими надежду и исцеление нуждающемуся миру. Пусть мы будем живыми свидетелями Вашей любви, показывая миру, что есть надежда, есть любовь и есть Бог, который глубоко заботится о каждом из нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, запечатайте эту молитву, оставив в комментариях свое «Аминь». Будьте начеку, ведь в этом видео есть что-то очень важное, что должно дойти до вас. Когда Бог открывает вам идеи или видение, если Он делится с вами чем-то глубоким, примите это всем своим сердцем. Это видение, это откровение становится якорем вашей веры, когда вы полностью верите и посвящаете себя тому, что Бог показал вам. Питая его позитивными утверждениями и непоколебимой уверенностью, ему суждено проявиться в вашей жизни. Многие из вас могут испытать глубокий сдвиг после понимания этой истины. Возможно, ваша точка зрения изменилась или, возможно, ваши цепи сомнений разорваны. Однако такое мышление ограничивает Божье благословение мирскими механизмами.
Очень важно повышать свое понимание и смотреть на вещи с точки зрения Бога. Помните, Бог не ограничен нашими мирскими системами или ограничениями. Ему не нужны обычные пути, чтобы излить на вас свои благословения. Он Творец всего, хозяин всех ситуаций. Найдите минутку, чтобы поразмышлять над 43 главой Исаии, стихами с 1 по 19, где прекрасно упоминается, что Бог может проложить пути в пустыне и направить потоки в пустыню. Его благословения найдут путь к вам. Его обещания нерушимы, и Его слово непогрешимо. Поэтому из почтения к Господу напишите в комментариях «Слава Богу». Иногда забавно осознавать, что мы, люди, склонны налагать ограничения на Бога, основываясь на своем понимании. Но реальность такова, что для Бога не существует исключений. Каждое обещание, которое Он дает, Он выполняет. Если вы чувствуете, что вас направляют к принятию решения, основанного на вере, будь то конкретное действие или конкретная сумма, ответьте на этот призыв с послушанием и уверенностью. Божье намерение всегда состоит в том, чтобы благословить и возвысить вас. Он всегда находит выход. Прямо сейчас, в этот самый момент, я хочу передать глубоко воодушевляющее послание, которое питало меня в течение значительного периода времени. Это то, что было в центре моих искренних молитв на протяжении многих лет. Я чувствую, что мы находимся на пороге того, чтобы стать свидетелями расцвета этой замечательной трансформации. Трансформация, которая означает демонтаж устаревших религиозных структур и открывает путь к появлению более яркого духовного пути. В эту великолепную эпоху, в которую мы живем, Бог вливает новую сущность и жизненную силу в своих последователей. Очевидно, что не все готовы принять преобразующую волну, которая вот-вот захлестнет нас. Это призыв к тем, кто смягчил свои сердца. Те, кто провел минуты в одиночестве, погрузившись в глубокую связь с духовной сферой, предложив себя к ногам Христа. Если вы один из них, напишите «Я готов, Господь». Я предвижу новую сущность, которая вот-вот проникнет в собрание. Чтобы внести ясность, когда я говорю «собрание», я имею в виду не физическую структуру, а коллективное воплощение последователей Бога. Истинные христиане, которые включают церковь в свою повседневную жизнь. Мы с вами – живое воплощение святилища Божьего. Мы – святилище, где обитает Святой Дух, и именно сейчас Его новые благословения нисходят на тех, кто настойчиво искал более глубокой связи с Ним. Несомненно, многие согласятся с тем, что мы срочно нуждаемся в обновленном благословении, новом излиянии благодати. Мы находимся на поворотном этапе, когда рутинных практик уже недостаточно. Оно доступно тем, кто горячо протягивает руку помощи и взывает: «Господь, я жажду преображения». Многие посещают церковь, наслаждаются произнесенными проповедями, но чувствуют пустоту, что указывает на то, что есть нечто большее. Я верю, что многие из тех, кто сейчас смотрит это сообщение, это те, кто перешел с одной религиозной службы на другую. Участвуя в воскресном богослужении, но чувствуя непреодолимую пустоту. Возможно, вы посетили различные собрания, но не смогли удовлетворить глубокую тоску, которую таит ваша душа. Потому что Бог вселил в вас стремление
ненасытную жажду свидетельствовать и быть частью новых дел, которые Он инициирует. Традиционного подхода уже недостаточно. Вы оказываетесь среди этих проповедей, чувствуя сухость, жажду нового излияния благ и благодати, потому что ваша душа горячо ищет этого. Важно понимать, что это путешествие не для всех. Он призывает тех, кто развил смиренное сердце, тех, кто посвятил время молчаливому размышлению и воспитал подлинные отношения со Христом. Я предвижу появление нового помазания, обновляющейся энергии, стремящейся стимулировать духовное сообщество. Позвольте мне внести ясность, когда я говорю «сообщество», я не имею в виду обычную церковь. Информация относится к данным сообщества. Однако позвольте мне внести ясность. Под сообществом я имею в виду не конкретную церковную структуру, а скорее собрание Божьего народа, духовную сеть, превосходящую физические границы. Мы с вами – шипучая и дышащая сущность Божьего жилища. Мы – святилище Святого Духа. В настоящее время обильные Божьи благословения щедро изливаются на тех, кто горячо ищет Его присутствие. Если вы благодарны Господу, выразите это в комментариях, написав «Спасибо, Господь». Неоспоримая истина, признанная многими, заключается в том, что мы переживаем священный период, когда требуется новое благословение, новая волна божественной благодати и благосклонности. Это доступно тем, кто горячо взывает к Богу, шепча: «Господи, я готов к преображению». Многие люди посещают церковь, впитывая проповеди, но остается стойкое ощущение чего-то недостающего, врожденное знание того, что есть еще большая глубина, которую предстоит исследовать. Возможно, вы посетили различные собрания, но так и не нашли той пищи, которой так жаждет ваша душа. Это происходит потому, что Бог зажег в вас глубокую тоску, жажду новых дел, которые Он организует. Старых парадигм уже недостаточно. Вы оказываетесь среди этих учений, испытывая духовную засуху, глубокую тоску по новому влитию Божьих благословений и благодати, горячее желание, взволнованное в вашей душе, во внутреннем святилище вашего духа. Там прорастают могучие устремления, призыв к обновлению и духовному питанию. Позвольте мне поделиться с вами важнейшим уроком из книги Экклезиаста, особенно из главы 3, стихов с 1 по 3, который мягко напоминает нам, что есть время всему и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать с корнем посаженное. Это служит мощным напоминанием для нас на этой фазе духовной метаморфозы, в период, когда Бог призывает людей, которые нетерпеливо ищут Его божественного присутствия и горячо готовятся к этому неминуемому сдвигу в духовных сферах. Если вы верите в это, напишите: «Божий момент выбран идеально». Это не приговор нынешним церковным структурам. Я прошу вас оценить деликатный смысл моего заявления, но Бог зажег в вас пылающую страсть к развитию чего-то беспрецедентного, чтобы спровоцировать глубокую духовную трансформацию. Он призывает пионеров, авангард, людей, находящихся на передовой, готовых нарушить границы религиозных традиций. Обычное религиозное собрание не может удовлетворить этот внутренний призыв. Эти искатели ищут это новое вливание духовной поддержки, эту новую волну освещающего масла.
Я твердо верю, что Бог намерен излить эту освящающую благодать на тех, кто посвятил Ему все аспекты себя. Они излили свои сердца к ногам Иисуса, предлагая Ему самое искреннее поклонение и преданность. Бог готов освежить вас, призывая отказаться от устаревшей духовной пищи, которая больше не приносит вам пользы. Как поясняет Священное Писание, для всего под небом есть время и сезон, цикл сбрасывания старого, чтобы освободить место для нового, чтобы избежать бедствия, которое происходит из-за цепляния за то, что больше не служит нам в нашей хрупкой жизни. Состояние. Помните, что, путешествуя по этому духовному путешествию, очень важно принимать времена трансформации с восприимчивым сердцем, готовым приветствовать свежие дожди озарений и духовного просветления. Будьте готовы возделывать благодатную почву, на которой новые семена веры смогут прорасти, расцвести и в конечном итоге принести плоды зрелости и духовной мудрости. Давайте вместе отправимся в это захватывающее путешествие, рука об руку с Божественным, готовые превзойти известные горизонты и отправиться в более глубокие сферы понимания и связи с Создателем. Покажите Богу, что вы желаете быть еще ближе к Нему, написав в комментариях «Бог со мной, и я с Богом». Духовная революция зовет нас, и мы, факелоносцы этого нового рассвета, оснащенные и готовые осветить пути для других, ищущих такую же глубокую связь и питание для своего духа. Давайте будем носителями этой новой эры, продвигаясь вперед с мужеством, любовью и непоколебимой верой в божественный план, представленный нам в этот момент значительных перемен. Мы можем стать свидетелями растущего числа людей, стремящихся создать более глубокую связь с Богом, чистую связь, не загрязненную официальными религиозными ритуалами. Это люди, которые не просто довольствуются традиционными практиками, которые, похоже, утратили суть духовного общения. Они оказались в то время, когда их души резонируют с голодом, глубоким стремлением заново открыть корни истинной веры, стремлением развивать прямые и более интимные отношения с Божественным. Эта история не является беспрецедентной в истории. Подобно тому, как пророки Ветхого Завета отправлялись в пустыню, дистанцируясь от социальных норм, чтобы более ясно услышать голос Бога, эти современные искатели дистанцируются от устоявшихся структур. Они готовы отправиться в неизведанные миры, где их вера будет проверена, усовершенствована и укреплена. В самых тихих уголках мира, не отмеченных величественными зданиями или церемониями, они ищут чистого опыта присутствия Бога, взаимодействия, которое является чистым и подлинным. Возможно, они подобны фигуре Иезекииля из древних писаний, человека, который был не только пророком, но и ярким проявлением слова Божьего в своей жизни. Подобно Иезекиилю, они полностью готовы воплощать свои убеждения, жить как открытое свидетельство преобразующей силы жизни, глубоко связанной с Богом. Они готовы принять возможность претерпеть личные трансформации, которые отражают радикальные изменения, о которых говорится в библейских повествованиях. В этот решающий момент Бог организует тихую революцию, воспитывая новое собрание преданных последователей, готовых погрузиться в неизведанные сферы духовного потенциала. Тонкость этого движения и заключается в его истинной силе. Эти люди подобны спящим семенам, которые прорастают заново, медленно, но верно раскрываясь навстречу питательному свету, который дает Бог.
Они находятся на грани полного расцвета, готовые стать свидетелями возрождения веры, которая будет простой, но более глубокой. Вы верите в это? Если да, напишите в комментариях «Верю». Это не путешествие, наполненное величественными жестами или сложными церемониями, а паломничество сердца, отмеченное искренностью и глубокой решимостью заново открыть сущность Бога, которая обитает в каждом человеке. Посредством молчаливого размышления и личного откровения они прокладывают путь, который потенциально может переопределить современный религиозный ландшафт, порождая практики, которые являются обоснованными, подлинными и резонируют с сутью человеческой духовности. В воздухе витают слухи о переменах, предвещающие период, когда люди оказываются на грани духовного пробуждения, организованного самим Богом. Это мягкое, но мощное возрождение, призыв к вере, которая реальна, осязаема и тесно связана с пульсом человеческого опыта. Возглавляемая теми, кто желает осознать истинную глубину своего духовного потенциала, это приглашение стать свидетелями открытия новой главы, истории обновления и воссоединения с Богом. Это священное путешествие, тихая революция, отмеченная более глубоким пониманием безграничной благодати Бога, готовой излить благословение на избранных, искателей подлинного духовного возрождения. А теперь, дорогие братья и сестры, давайте отправимся в это путешествие. Я еще раз умоляю вас объединиться в молитве, направив все свое внимание на всемогущего, единственного и законного получателя такого внимания. Стойте твердо. Продемонстрируйте свою преданность Богу, оставаясь стойкими до конца, с сердцами, полными веры. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, мы стоим перед Тобой с открытыми сердцами, желая получить новое излияние божественных благословений и энергий, которые Ты приготовил для нас, Твоих верных последователей. Мы умоляем Тебя одарить своими обильными благословениями и заботливым взглядом эти нетерпеливые души, жаждущие перемен, более соответствующих Твоему божественному видению. Благослови их, а Господь, способностью способствовать переменам, которые они жаждут увидеть на религиозных собраниях, поскольку обычных методов уже недостаточно для питания их духа. Мы умоляем Тебя, всемогущий Бог, наполнить их могущественным помазанием, позволяющим этой новой обогащающей сущности проникнуть в их существа, взращивая их как существ высшего духовного уровня сосудов Твоей бесконечной благодати и любви. Пусть их жизнь станет живым свидетельством Твоей безграничной щедрости и доброты, излучая Твою божественную славу во всех аспектах их существования. Мы искренне молимся, чтобы эти избранные люди стали маяками перемен, освещая путь для многих других, чтобы они следовали по их стопам, приближая их к Твоему вечному свету и способствуя развитию сообщества, основанного на любви, вере и единстве. Пусть эта молитва послужит для них проводником Твоих великих планов, облегчая жизнь, наполненную вдохновляющим опытом и беспрецедентными благословениями. И все это для великой славы Твоего величественного Царства. Во имя почтенного Иисуса Христа мы горячо возносим эту молитву. Аминь. Давайте завершим эту молитву искренним «Аминь» в комментариях. Дорогой брат, дорогая сестра, очень важно поделиться этим божественным откровением с теми, кто отчаянно нуждается в этом послании. Поэтому будьте мостом Святого Духа и не стесняйтесь поделиться этим видео со своими близкими,
которым необходимо услышать содержащееся в нем послание. Размышляя над Евангелием от Иоанна 8 часов 12 минут, где Иисус обратился к толпе, Он провозгласил: «Я свет миру. Никто, следующий за Мною, не спотыкается во тьме. Я даю достаточно света для жизни». Сегодня я обращаюсь к Тебе, мой Небесный Отец, с духом, полным признательности за необыкновенный дар существования, которым Ты щедро одарил меня. Твоя безграничная милость окутывает меня, оставляя меня смиренным перед удивительным чудом каждого нового дня, который Ты даруешь мне. В этот момент спокойствия я ищу Твоего божественного присутствия, жажду великолепия Твоих чудес, чтобы украсить мою жизнь. Принимая проходящий каждый день, я горячо прошу Тебя окутать меня своими впечатляющими чудесами. Я желаю, чтобы они пролились дождем с небес во свидетельство Твоей безграничной милости и исполнения желаний моего сердца. Ежедневно поднимайте мою жизнь за рамки нормального, чтобы могла быть явлена Твоя слава. Я смотрю на Тебя с оптимизмом, зная, что Ты удовлетворишь все мои потребности. Имя Твое возвеличено, ибо Ты благословляешь тех, кто дорожит Тобой. Пожалуйста, будь милостив ко мне, Господь, и пусть Твое лицо сияет на мне. Ты, Иегова Иры, мой кормилец, и я верю в Твое обильное обеспечение. Благослови меня обильно, Господи, и защити меня от козней лукавых. Пусть Твои благословения проникнут через меня, затрагивая жизни тех, кто находится рядом со мной. Сделай меня проводником Твоей любви, мира и радости. Прошу Тебя, Господи, умножить дела рук моих и открыть шлюзы небесные, чтобы излить на меня Твои благословения. Защити меня от вреда и умножь Твое благоволение в моей жизни. Я заявляю, что все, к чему я стремлюсь, будет процветать, и я буду призывать Твое имя, чтобы благословлять других. Направь мои шаги, Господь, чтобы я мог влиять на жизнь нуждающихся и быть маяком ободрения. Защити меня от опасности, Господи, и окружи меня песнями избавления. Укрепи меня, чтобы противостоять мирским искушениям, и помоги мне сосредоточить свои мысли на том, что хорошо, истинно и воодушевляюще. Устрани весь страх из моего сердца. Ты мой непоколебимый щит, и Твое присутствие наполняет меня миром и силой. Я не убоюсь никакого зла, ибо Ты со мной, защищая и избавляя меня. Я полностью доверяю Тебе, Небесный Отец, и я уверен, что Ты будешь присматривать за мной, безопасно направляя меня через жизненные испытания. Когда я снова приближаюсь к Тебе, Господь, я выражаю искреннюю признательность за Твою постоянную любовь и милосердие. Я молюсь о Твоем божественном вмешательстве во все аспекты моей жизни, зная, что Ты – мое все. Направь мои шаги по пути праведности и дай мне силы противостоять мирским искушениям. Пусть мои мысли будут сосредоточены на том, что чисто, благородно и достойно похвалы. Будь моим щитом, Господи, и защити меня от жизненных бурь. Пусть Твои ангелы окружат меня, образуя могучую защитную крепость. Покрой меня драгоценной кровью Иисуса Христа и наполни меня утешающим присутствием Твоего Святого Духа. Сохрани меня от зла, Господь, и пусть песни избавления звучат в моей жизни. Помоги мне распознать силы зла и противостоять им, и дай мне мудрость делать проницательный выбор.
Я твердо уверен в Тебе, моей скале и искупителе. Я заявляю с непоколебимой верой, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешным, ибо Ты – мое оправдание и крепость. Как зеница ока Твоего, я нахожу прибежище под сенью крыл Твоих. Окружи меня мелодиями освобождения, и пусть Твой мир будет постоянным присутствием в моем сердце. В Твоих объятиях страх рассеивается, и я обретаю силу победить. Господь, Ты мое прибежище, моя сила и мой источник бесконечных благословений. Я смотрю на Тебя с надеждой и предвкушением, уверенный, что Ты удовлетворишь все мои потребности. Я возвеличиваю Твое имя, ибо Ты изливаешь благословение на тех, кто любит Тебя. Пройди на меня благодать Твою, Господи, и да воссияет на мне лик Твой. Ты, Иегова Иры, мой кормилец, и я верю в Твое изобилие и обеспечение. Благослови меня обильно, Господи, и сохрани меня от замыслов лукавого. Позвольте Твоим благословениям течь через меня, затрагивая жизни тех, кто меня окружает. Сделай меня орудием Твоей любви, мира и радости. Умножь плоды моего труда, Господи, и открой небесные шлюзы, чтобы излить на меня Твои благословения. Сохрани меня от беды и умножь Твое благоволение в моей жизни. Я постановляю, что все, к чему я приложил свои руки, будет процветать, и я буду призывать Твое имя, чтобы благословлять других. Направь мои шаги, Господь, чтобы я мог влиять на жизнь нуждающихся и быть маяком ободрения. Пусть моя жизнь послужит живым свидетельством Твоей славы, и пусть Твои благословения изольются во всех аспектах моего существования. Я доверяю Тебе. Далее, знайте, что Иисус любит вас, Он никогда не оставит вас, и в этот момент Он призывает вас остаться с Ним еще немного, потому что есть еще одно чрезвычайно важное послание, пытающееся дойти до вас. Чтобы посмотреть его и остаться в этом моменте единения и общения с Богом, просто нажмите на видеоролик, который появится у вас на экране. Нажмите прямо сейчас, и пойдем вместе во славу и честь Божью.